Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что случится за 72 часа. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, какой-то камень огромный сдвинется с вашего пути. Готовьтесь к неожиданности, готовьтесь к тому, чего либо в принципе никогда в вашей жизни не было, либо давненько не было, прям так конкретно давненько. Огромный камень, который перегораживал вам путь к чему-то хорошему, он начинает сдвигаться, пропуская вас туда, куда вы хотите, либо туда, куда все хотят, да, где хорошо, где приятно. Возможно, это как-то связано с вашей жизнью, вашей судьбой. Возможно, это какие-то уникальные предложения, уникальные возможности. У кого-то в личном, у кого-то в деловом, в бизнесе, работа, доходы. Опять же, решение каких-то проблем, поездки. Вот, знаете, вот с этим связано. Сказать, что вы будете в шоке, ну ничего не сказать. Ну тут прям дыхание перехватит, и вы скажете, да как так, да? Да как долго я ждала этого момента, что происходит, что случилось? Огромный камень сдвигается. И сразу хочу вас предупредить, вы должны быть начеку, потому что этот камень сдвинется не только для вас, но и для других людей. То есть, возможно, все побегут, а все захотят, все побегут. И будет там толкучка, очередь, конкуренция, люди будут друг друга, знаете, как отталкивать, да, от этого узкого прохода. Пока камень как полностью сдвинется, там уже все, кто хотел, пробегут. Вот, поэтому поспешите, не упустите такой шанс. Это редкий уникальный шанс, который выпадает, не знаю, раз там за жизнь, либо раз за сколько-то там десятков лет. Слушайте, будьте в центре внимания, следите, отслеживайте, вспоминайте, чего вы хотели добиться, что казалось невозможным, где были там прям блоки, запреты, все закрыто было, не подступишься. Вот ищите там камень сдвинется. Надо успеть, надо быть хотя бы в ряду первых, понимаете? Хотя бы. Там первая там, сотня, допустим, да, но не больше, иначе потом будет очень некомфортно. Дальше, мои хорошие, у кого-то молчун объявится, молчун. Смотрите, мужчина и женщина, да, вы ведь все разные. Возможно, это женщина, да, вы мужчина смотрите, женщина, которая долго молчала, никак не реагировала, может быть, вообще вас заблокировала, а может быть, вот прям пропала с ваших радаров. И то же самое женщина, да, мужчина, который мог и заблокировать, и поменять номер телефона, и в принципе куда-то исчезнуть без ответа, без привета, да, вот молчун, тот, кто молчал, объявится, причем объявится сам, объявится сама. Для вас это тоже станет неожиданностью, но тут я вижу ваши эмоции. Вы, конечно, имеете, что предъявить этому человеку, и молчать вы точно не будете. Но вас очень поразит ответ этого человека. Скорее всего, это мое предположение, да, но у многих так отыграется, что человек попал в какую-то большую передрягу, большую беду, и просто чисто физически, либо этически, морально, да, не мог вам об этом сообщить. То есть, а что человек скажет? Меня там в тюрьму посадили, да, либо там под стражу взяли, либо у меня там какая-то операция сложная была, либо еще что-то случилось, да, человек, не мог, да, не мог, и не хотел, и не мог, да. Но тут больше как не мог. Как совесть не позволяла. Там человек думал, что вы будете переживать, либо человек там подумал, что вы все бросите, побежите там что-то делать, помогать, спасать. Либо человек боялся, что вы разочаруетесь, скажете, уголовник, да, либо уголовница. Нет, как бы вот есть же эта пословица, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Поэтому все может быть в этой жизни. Тем более, еще раз говорю, тут и подставить могут, и продать, и предать, и что угодно, понимаете? Не обязательно, что человек что-то плохое сделал. Хотя, может быть, человек действительно оступился. Тоже может быть. В общем, узнаете. Вы все узнаете. И у вас вот этот гнев как рукой снимет.
Даже как-то жалко этого человека станет, очень жалко. Прям, знаете, к сердцу прижмете, скажете: Господи, ну почему же ты не сказал, почему же ты не сказала, да, вот как-то так будет. Классно поговорите, все выясните, проясните и даже о чем-то договоритесь. Например, о следующем свидании, либо куда-то вместе там сходить, ездить. Хорошая договоренность показана с левой стороны. Так, с правой стороны очень много дел, непочатый край работам, заботам, каким-то, возможно, проектам. Глаза будут разбегаться, и будет даже уныние. Уныние, вот как мне все это сделать, как мне все это переделать. А я вам отвечу как: молча. Берете и делаете. Вы не такое можете. Вы просто себя не до конца знаете. Либо, опять же, вот пословица: глаза боятся, руки делают. Вот. Меньше переживайте, меньше об этом думайте, просто начинайте делать. Я вижу, что вы справитесь. Вот этот огромный объем задач, который перед вами стоит, вы закончите за 72 часа. И возьметесь и закончите. И будете еще очень довольны, что вы такая умничка, такой молодец. Так, корзина. У корзины ручка порвется. Ну, корзина обычно все-таки знак каких-то неприятных моментов, да. Судя по вашей корзине, она вообще была неподъемная, да, скорее всего, очень много было проблем, либо очень много было запретов. Но ручка порвалась, значит, уже нести с собой ее не надо. Либо нужно будет остановиться и все начинать там решать, перебирать, как-то заканчивать. Либо, в принципе, да, возможность все это на кого-то перегрузить, либо от этого избавиться. Но вы все разные, у каждого будет по-своему. Корзина небольшая, но я так понимаю, что очень тяжелая. Ручка в ней порвалась, как окончание, либо как возможность выйти из этого круга проблем. Дальше змея вокруг женщины виражи наматывает. Змея достаточно трусливая, то есть она близко к вам не подползает, но она вокруг вас, да, вот как запугивает. Не бойтесь своих врагов, у них нету силы вам что-то плохое сделать, либо нету силы вам навредить. Все, что они могут делать, это вас запугивать грозными заявлениями, обещаниями, проклятиями, там, высказываниями. Это все ерунда, да, все ерунда. Не бояться и понимать, что эта змея сама боится, да, трусливая змея. Все, что может, это только шипеть и типа делать вид, что она кидается. На самом деле у этой змеи яду нет. Да? Ну, что она вам сделает? Ну, обслюнявит в крайнем случае, да? Не отравитесь. Вот, не бойтесь. Скорее всего, как женщина вас к чему-то либо кому-то не допускает, либо захочет не допустить. Ну, допустим, если это как-то связано с любовью, да, и с конкуренцией, соперничеством в любви, либо, например, там работа, бизнес, да, вот кто-то будет вам там рассказывать, что не подходи, а то я буду кусаться. Вы скажете: кусайся, мне все равно, переступите и дальше идите. Вот кругами вокруг вас. Но вас очень боится. И вот в отчаянных попытках вас запугать, вот будет там шипеть на вас. Дальше у мужчины крылья вырастают. Но мужчина будет очень счастлив. Прям летает. На него смотришь, у него лицо светится. У мужчины какое-то незабываемое, яркое событие идет. Если вы мужчина, я за вас сердечно рада. Примите мои поздравления. Желаю вам в таком состоянии оставаться как можно дольше. Если вы женщина, то вам радость вашего мужчины просто вот чисто, знаете, эмпатически передастся, и вы тоже будете ходить, сиять. Таким счастливым вы мужчину еще не видели. Что-то вот случится. Придет и будет как лампочка гореть. Вот. Хороший такой знак. Дальше. С левой стороны какой-то человек не может молчать. Знаете, вот так рот себе руками закрывает, а все равно слова прорываются. Человек, который либо пообещал, либо слово дал, либо сам в чем-то замешан, не сможет больше молчать. У человека депрессия дикая показана, и человек начнет говорить. Причем чем дольше, тем больше, да, прям все расскажет. Может быть, этот человек причастен к каким-то плохим вещам, может быть, состоит в какой-то группе людей, которые там плохое хотели сделать. Этот человек не станет молчать, он во всем признается. Тут, знаете, либо высшие в чувство привели,
либо совесть, либо человек, опять же, трус, возможно, да, побоится последствий и начнет говорить. То, что будет говорить этот человек, будет ужасающим. Такое, что, знаете, и спать будет трудно, будете об этом думать. Я не могу сказать, какое это имеет отношение к вам, прямое либо косвенное, но вам такие новости, да, узнать, услышать и об этом потом долго думать. Мои хорошие, это даже не про мнительность, а про тот ужас, который происходит в головах других людей. Да, как страшно. Вот рядом с вами живет человек, вы его наблюдаете, там семья, дети, машина, работа, и вы думаете, нормальный человек, да, чего плохого ждать от этого человека? Этот человек рассказывает о своих замыслах. И вот волосы начинают на голове, там, на теле, да, какая там голова, на теле начинают волосы шевелиться. И вы понимаете, как страшно, да, как страшно и сколько, извините, говна в головах людей. Либо там, где мозг, там просто ветер гуляет, пустота. Главное, что человек вовремя обо всем расскажет. Тут можно будет предотвратить, отменить, либо, в принципе, да, человек это все обнаружил, рассказал, и уже нет смысла это делать, да, потому что все знают, все уже к этому готовятся. У кого-то отыграется в семье такая ситуация, да, в семье, когда ваш родственник признается, что вас там хотели развести, обмануть, там еще что-то сделать. И это не один человек, там их как несколько, но только один сознается. И из-за этого все предотвратится. Что есть, то есть. Как говорится, слава Богу, что плохого не случится. Да? А информацию можно все-таки переварить и отпустить. Дальше. Рисковать кому-то придется. Рисковать, причем риск здесь такой, знаете, адреналин просто зашкаливает. Я уж не знаю, что вы будете делать, но адреналин у вас выше крыши поднимается. Классные ощущения на самом деле, вы меня извините, но скажу как есть. Возможно, это какой-то спорт. Возможно, это какое-то действие. Не знаю, какой-то риск мне идет. Вы все разные, не могу сказать. Но с другой стороны, я вижу, что вы как в себя приходите. Вам нужен этот адреналиновый, как укол, адреналиновая встряска. В общем, интересно. Это очень будет интересно. Это невероятно интересный опыт. И надолго вам запомнится. Дальше. Дороги, перекрестки, люди. Куда-то вы пойдете, с кем-то пересекутся ваши дороги. Пойдете, поедете, понимаете, тут и в магазин можно выйти, и кого-то встретить, кого не ожидаешь встретить. С кем-то вы пересечетесь. Для вас эта встреча прям триумф, да, потому что вы такая, вот она я, смотри. А для того другого человека это прям позор позорный. Возможно, встретите какую-нибудь свою там подружку из прошлого, в кавычках подружку, да, женщину, которая там самоутверждалась за ваш счет, либо там жениха у вас увела, и она там будет с синяком, да, с разбитым лицом, в обносках, обрыганная, обсыканная, а вы красавица, да, и жизнь все на свои места поставила, да. Не надо брать чужое, не надо быть такой дерзкой. Потому что все равно прилетает. И у вас прям триумф, а у той другой женщины фиаско. То же самое мужчина. Кого-то встретите, да? Встретите и прям лучше себя почувствуете. Дальше зеркало. Смотреть в зеркало. Будете смотреть в зеркало. Скорее всего, будете собой заниматься. Уход, косметология, посещение стилиста. Что-то будете делать. Что-то будете делать, много времени с зеркалом проводите. Допустим, вы там решили дома за собой поухаживать, достали все свои там баночки, масочки, рассчитывали, что там максимум полчасика, а уйдет там 1,5 часика. То же самое, вы идете куда-то на процедурки, либо просто освежить прическу, да, все вы разные, мои хорошие, и рассчитываете, что потратите там немножко времени, а засидитесь, прям затянет. Может, ждать придется, может, так заболтаетесь со своим мастером, что не заметите, как время пройдет. А может быть, вам будут предлагать какие-то доп. Услуги, и вы скажете, почему отказываться. Да, раз я уже пришла, то я, конечно, получу все. Все, что могу получить, все получу. Да, время уйдет. Прям не заметите, как время уходит. Так, еще... У кого-то то ли соседи, то ли кто рядом, да, соседи, а может и родственники. Если родственники рядом живут, то да, как съезжают, переезжают, что вещи собирают.
какая-то суета. Из-за этого могут быть неудобства. Либо вас попросят помочь, если это родственники. Либо если это соседи, то могут там коридор перегородить, либо там лифт занять. Да? Какие-то неудобства могут быть. Ну, вот какой-то такой момент, не знаю, может, спешить будете. Да? Выходите заранее, да, чтобы такого не было. Ну, а если попросят помогать, то куда уж денешься, придется пойти и помочь. Дальше. Крыло. Кто-то будет крылья примерять, но это еще не пролетать, это примерять. Может быть, будете подбирать себе авиабилеты, может быть, будете подбирать себе какую-то поездку, там, туристическую, либо деловую. Может быть, будете даже нацеливаться на поездку там, в другую страну. Примеряйте. Пока вы крылья примеряете, я не вижу, чтобы они там прям идеально подходили. Там либо короткие, либо длинные. То есть либо некомфортно, либо дорого, да, ну, либо как-то неудобно, может быть, еще. Так, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, все нормально. Да, у вас еще есть время, еще нормальные крылья себе найдете. А может быть, вам крылья вовсе не нужны, может, и колесами обойдетесь, правильно? Да, не всегда же обязательно там прям летать. Можно и другим транспортом воспользоваться. Так, гора. Лошадь больше, чем гора. Гора под лошадью. Видите, вот она, лошадка. Ножки. Вот ее головка, шея. Ножки, тельце, задние ножки. Человек эту лошадку ведет за собой. Лошадка больше, чем гора. Либо какие-то проблемы по поводу работы решатся, либо проблемы с поиском работы закончатся. Все-таки лошадка больше, чем гора. То есть какой-то барьер будет пройден. Барьер в поиске работы, либо барьер тот, который уже случился на работе. Ну, все вы разные, да, у кого-то проблемы на работе, у кого-то там сложные ситуации в бизнесе. Ну, в общем, лошадка ваша переступит и пойдет дальше. Вы эту ситуацию вытянули, да, потому что вы за эту узду берете эту лошадь, да, и она проходит эту гору. Вытянули, да, можно так сказать. Ой, гора с плеч, да. Легче, сразу легче станет. Так, вот здесь у вас задушевный разговор с какой-то женщиной. Мои хорошие, атмосфера, конечно, располагает. Вы, конечно, можете быть сентиментально тронуты тем, что эта женщина прям все про себя расскажет, но вам я не рекомендую. Возможно, эта женщина, у нее немножко другой моральный порожек, да, немножко там пониже, чем ваш. И для нее это типа ерунда, а для вас как бы это очень серьезно. Ну, плюс как бы как она относится к тайнам других людей тоже еще под вопросом. Может, вы ей там душу изольете, как в ответочку, да, она вам все про себя рассказывает, и вы ей захотите про себя рассказать, а потом она пойдет и куда-нибудь сольет эту информацию. Слушайте, ну не стоит. Слушать, да, рассказывать нет. Ну, вижу, что этот момент вас все-таки сближает. Сближает, вы прям головами друг к другу тянетесь. Так, покупки. Деньги. У вас в руках будут деньги на какие-то покупки, либо у вас будет сумма денег, чтобы оплатить какую-то покупку. Денег жалко. Ну, либо сумма большая, либо будете до последнего сомневаться. Ну, в принципе, с правой стороны как бы нет, не стоит сомневаться, все правильно, так и надо. Но вот какие-то двоякие ощущения будут. Вот все-таки жалко отдавать, наверное, да, либо сумма такая прям серьезная. Вот как помучаетесь немножко, да, вопросом, стоит, не стоит, надо, не надо передумать, либо все-таки закончить эту сделку. Так, еще кто пойдет на свидание? Кто у меня пойдет на свидание? Готовьтесь к тому, что мужчина, который зовет вас на свидание, может вас повести туда, где вы встретите якобы там знакомых людей. Мне вообще идет, что мужчина очень сильно гордится тем, что такая красивая женщина на него обратила внимание, и ему очень хочется либо перед бывшей покрасоваться, типа вот смотри, какая у меня шикарная невеста, да, ты ей в ноги не годишься. Либо он перед друзьями хочет похвастаться и вас повезет в то место, где будут его друзья. И будет казаться, что это случайно. На самом деле это не случайно. На самом деле он это все заранее просчитал и спланировал.
Вот, ему очень нравится вами хвастаться, либо он прям удовольствие получает от того, что вы рядом, и вот эти друзья, либо бывшая там смотрит и, локти себе кусает. Как-то так не идет. Вести себя может немножечко не так, как вы привыкли, да, либо как вы знаете его. Вот прям вами хочется похвастаться. В принципе, тут ничего такого нету, да, но с другой стороны, о таких вещах все-таки, наверное, лучше предупреждать. То есть он может немножко по-другому там вас обнять, прихватить, там, куда-то там сесть, куда вам не нравится, но там, где там бывшая увидит, знаете, вот такой момент показан. И еще не переживайте, если это будет бывшая, не переживайте, что он пытается вызвать у нее ревность. Нет, он не пытается вызвать ревность, он эту бывшую просто ненавидит, он хочет этой бывшей показать, что вот он действительно счастлив, и что вот она слишком высокого мнения о себе была, да. То есть у него к вам любовь, не к бывшей, а бывшей он просто хочет вот прям насолить, вот как-то так не идет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.